Праздничные мероприятия ко Всемирному дню сегодня прошли по всей столице. На площади Орджоникидзе праздник начался с запуска шаров и продолжился поздравлениями первых лиц города, возможностью проверить здоровье ребенка, концертной программой и ярмаркой вакансий. О том, насколько готовы дети вступить во взрослую жизнь, узнавала Анастасия Кобедева. С самого утра на площади Орджоникидзе яблоку негде упасть. Повсюду слышен детский смех, на сцене выступают творческие коллективы. Сегодня для детей организованы не только праздничные концерты. Центр занятости города Якутска организовал ярмарку вакансий для несовершеннолетних. 15 работодателей предоставили 120 рабочих мест. Желающих работать летом много. Очередь очень длинная. Я бы хотел трудоустроиться на нормальную работу, как бы сказать, чтобы чем-нибудь занять себя в первый месяц лета. И чтобы делать что-нибудь полезное, не просто так дома сидеть. Да. Госавтоинспекторы организовали акцию «Маленькая страна безопасности». Они еще раз напомнили юным участникам дорожного движения о правильном поведении на улице. Дети разноцветными мелками рисовали на асфальте светофоры, дорожные знаки, машины. Каждому участнику были вручены небольшие подарки. Я рисую светофор, чтобы не было аварий, чтобы дети были в безопасности и никто не пострадал. На площади Ленина также много детей и родителей. Концертная программа с участием звезд эстрады радует собравшихся гостей. А самые смелые ребята играют в шашки и шахматы с международными чемпионами и мастерами ФИДЕ. Ну а в парке сегодня открыли лукодром. Уже прошли первые соревнования. Открытый городской турнир среди детей по стрельбе из лука. Дистанция 30 метров. У меня было так, что я с 14 лет стреляю, и только на 18 метров было. Вот. Поэтому, думаю, для детей это очень хорошо, что они стреляют на дистанции летом. День защиты детей – это детский праздник. А для родителей это в первую очередь напоминание о том, что мы должны защищать, беречь и нести ответственность за безопасность подрастающего поколения. Анастасия Кобедева, Арсен Степанов, Якутск.